Создать в республике муниципальную милицию предлагают представители Совета руководителей Советов Республики. Новый орган нужен в качестве помощника полиции, которой не хватает кадров для обеспечения порядка в населенных пунктах. Пилотной площадкой готов стать Ухтинский район. Эта инициатива была озвучена на заседании Совета Советов Коми, где обсудили самые насущные проблемы городов и районов. И это не только охрана общественного порядка, но и качество питьевой воды населения. Ксения Лосева обо всем подробнее. Чистая вода – это прежде всего здоровье населения. Но с обеспечением качественной питьевой водой в Коми большая проблема. Особенно в селах и деревнях сетуют санитарные врачи. Отобранные в 2021 году пробы показывают высокое содержание железа, марганца и других химических соединений. Это то, что негативно влияет на здоровье человека. Плохо обстоит дело в сельской местности с обеспечением водоисточников необходимым комплексом водоочистных сооружений. И для сельской местности следует рассматривать малые водоочистные сооружения, которые имеются на рынке и предлагаются нашей промышленностью в большом разнообразии, в том числе и установка переносных модулей. К сожалению, у нас это используется крайне недостаточно. 78% водопровода в сельских районах не соответствует требованиям набора водоочистных сооружений, подчеркивает главный санитарный врач региона. В списке проблемных районов и Ижемский. Как отмечает руководитель местного совета, они и рады бы поменять ситуацию, но нет средств. Сегодня в 7 населенных пунктах муниципалитета нужно срочно строить новые скважины взамен старых. Но цена только одной – 15 миллионов рублей. А ведь еще нужно провести водопроводные сети. Это еще больше расходов. Впрочем, власти пытаются использовать все возможности, например, народный бюджет. По этому проекту построили 3 скважины власти. Работали все жители села и глава сельского поселения Том Василий Кожевин. Они буквально за маленькие деньги, 300 тысяч рублей, обустроили 3 скважины. Но выделенных средств по народному бюджету слишком мало. Нужно в 3 раза больше, говорят ижемцы. Есть, конечно, еще региональная программа «Чистая вода», но, по словам Татьяны Артеевой, по этому проекту субсидию можно получить только если уже есть водопроводные сети, а это не про них. Впрочем, Минсельхоз региона предлагает свои источники финансирования, в том числе и федеральные. Программа комплексного развития сельских территорий уже давно себя зарекомендовала. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок. То, о чем говорила Людмила Ивановна, о том, что есть проблематика с содержанием прилегающих территорий к данным колодцам общественным. Как раз вот эту проблему можно попробовать решить за счет использования этого источника. Это, конечно же, гражданская наша с вами инициатива, то есть с уровня органов местного самоуправления. Тем не менее, объем финансирования до 2 миллионов рублей. Есть и другие механизмы привлечения средств для обеспечения жителей сел и деревень качественной водой, отмечают в профильном министерстве. И надо ими пользоваться. Еще один немаловажный вопрос для муниципалитетов – охрана общественного порядка в городах и районах. Сегодня в полиции не хватает кадров, чтобы объехать все населенные пункты. Конечно, есть народные дружины, но, как оказалось, не все они работают так, как должны. Вместо них ухтинцы предлагают создать муниципальную милицию. Милиция – это самостоятельная единица, которая имеет полномочия определенные, опять-таки, которые прописаны будут в положении. И он имеет право на принятие определенных каких-то своих действий в рамках полномочий. Много у нас есть ветеранов, которые вышли на пенсию, но они, ребята там 37-40 лет. То есть ребята еще полны сил, энергии, и они готовы в этом участвовать. Конечно, предстоит решить вопросы финансирования, полномочий, изменения в законодательные акты и много других организационных моментов. В МВД республики к этой идее пока отнеслись скептически. Но, тем не менее, в ведомстве готовы сесть за стол переговоров. А представители Совета Советов свою идею планируют обкатать в Ухте. Власти муниципалитета только за. Ксения Лосева, Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юркан.